10 октября в этом году произошло собрание пожарных частей, на котором был выбран стачечный комитет. Конфликт произошел с комбинатом Яусом из-за финансирования пожарных частей, собственно говоря, двух частей, 21 и 24. Дело в том, что произошло повышение заработной платы, а комбинат не хочет финансировать дальнейшее эти две части. А с одной из них, с 21-й, расторгнул вообще договор о содержании этой части. Но мы, конечно, считаем, что комбинат Яус не вправе нести бремя расходов по мере работы нашего стачкома. Мы, конечно, согласны с тем, что финансирование должно вестись не только Яусом, а и другими организациями на промзоне, включая ПАТП, всевозможные кооперативы. Вы сами понимаете, это структура подразделения, не имеющая своих финансов. И мы не можем повысить в связи с инфляцией личному составу должный уровень, прожиточный минимум, или как там это правильно сказать. Это требования, включенные стачкомом, вернее, предъявленные стачкомом комбинату Яус и вообще администрации города, это повышение заработной платы. Первое. Второе. Распределение жилья среди работников пожарной охраны, детских дошкольных учреждений, обеспечение пожарной охраны теми же остро дефицитными товарами, которыми обеспечиваются жители всего города. Также у нас есть проблемы по ремонту этих двух частей, ремонта техники. Вообще жилищных условий, вы посмотрели сами, у нас часть очень в плохом состоянии. Хотим обратить внимание руководящих органов нашего города на то, что пожарные части стоят в очень плохих условиях всего города, собственно. Особенно профессиональные части, потому что у нас техника вся очень старая, очень старые помещения, и текучесть кадров из-за этих условий очень большая. В профессиональных частях в особенности, потому что зарплата у нас вдвое меньше, чем у военизированных частей, и за бесценок в таких условиях никто работать не хочет. Тем более сейчас, что, сами понимаете, прожить на такую зарплату, на грошовую, это очень трудно. Второе, значит, по поводу забастовки насчет жилых объектов. Забастовку мы объявляем только предприятием. Жилой фонд мы весь будем охранять, весь будем тушить, если в случае пожаров. Так что пусть жители города не беспокоятся, особенно старого. Это мы будем все делать. Но с промышленными, с яусовскими в особенности объектами, мы в случае невыполнения наших требований будем отказываться их тушить и просто не будем выезжать на пожары. Два Урала находятся на балансе нашей части. Один ЗИЛ. Ну, ЗИЛ у нас, правда, новый, который нам недавно выделили. А эти Уралы уже оба списаны. Одному 8 лет, другому 14. Машины дышат, как сказать, наладом. Собираем мы их сами, что можем, делаем. Где достаем за свои деньги, там кто как может крутится. Помогать нам Яус отказывается категорически. Ввиду того, что сейчас все на хозрасчет переходят, значит, на самофинансирование, и поэтому чужие машины им делать невыгодно и не нужно. И нашей пожарной части, которая тоже, как и вся часть, не ремонтировалась уже десятки лет. Вот посмотрите, какие потолки у нас. Все падает, все рушится. Отопление работает процентов на 10. Как сильные ветра, холода, мы здесь замерзаем. Ремонт тут, конечно, нужен основательный. Но денег на это никто не выделяет и выделять не собирается. Что касается непосредственно тушения объектов Яуса, значит, поясняю. Мы будем выезжать на выезды, как положено, но по приезду на объект мы будем разворачиваться в боевое положение, как требует устав. Однако выводим личный состав рабочих с объектов Яуса, но
тушением объекта мы не занимаемся, поскольку об этом предупрежден лично Смертин, исполняющий обязанности начальника Якутуглестроя. А объекты тушить мы не будем, пускай горит, как говорится, синим пламенем. Настораживающая информация, если особенно вспомнить печально знаменитый фейерверк весенних пожаров в нашем городе. А всех руководителей предприятий, которые находятся в старом городе, мы просто предупреждаем, если вы надумали сгореть, то горите, пожалуйста, до 28 числа. Именно такой срок вынес стачечный комитет профессиональных пожарных. А у нас с вами остается надежда только на профессиональные, на военизированные пожарные части. Они, по-моему, еще не теряют чувства бодрости и духа. Ну, пожарку нашу снимаем. Так, доблестную дежурную службу. Дежурную Развернись службу. маленько. Дежурную службу третьей смены. Ну, вот так. Будут скоро показывать нас по телевизору. Интегралу. По интегралам мы включим.